всего микрорайона поднялись и встали как-то грудью. Всех это объединило. Но все равно вот каких-то таких акций, как во Франции, как в Праге, у нас пока нет, и я думаю, что долго не будет. Потому что у них, понимаете, союз фермеры, вот все они терпят убытки какие-то, да, и все вместе они объединились. Ну где наши фермеры, где они объединятся, да? Ну как, жилищники, наши жилконторы, одним платят, другим не платят. Как они будут объединяться, не знаю. Ну, врачи еще могут объединяться, да, или там учителя. Ну, я думаю, что как-то это не наш случай. 23 сентября в администрации Саранска состоялось общегородское родительское собрание на тему «Семья, школа, вместе учим, вместе воспитываем». И вот Петр Николаевич Тултаев начал вопросом, почему так нередко происходят в наших школах случаи жестокого отношения друг к другу. И потом сам же, получается, ответил на свой вопрос. Он рассказал, что он рос в семье, в которой было 7 детей, причем отец их всех порол ремнем, и это пошло только на пользу. А мне кажется, что он вопреки вот этому насилию, которое, конечно, было не только в его семье, а, наверное, в большинстве семей. Мне всех пороли. Мне вот повезло, что у меня не было в семье. Да. Но я думаю, все равно насилие родителей по отношению к детям не способствует их творческому развитию и превращению, допустим, в главу администрации. Ну, вы знаете, я думаю, здесь совсем другое. Здесь, во-первых, у нас радио, телевидение, средства массовой информации, да, они все показывают сцены насилия. Они все об этом, то есть убить человека, да, зарезать, обмануть, это геройство. И это ведет везде. Страшилки какие-то, стрелялки, пугалки, игрушки, возьмите игрушки, монстры, да, оружие, автоматы всевозможные. То есть вот это культ насилия, культ силы, он идет у нас от средств массовой информации, да. Это во-первых. Во-вторых, раньше с детьми дети были или предоставлены сами себе в деревне, или дома за ними присматривали няньки, бабушки, если родители работали. А если не работали, родная мама, как у Райкина. Мама встретит, мама по головке погладит, мама накроет стол, накормит вкусным обедом, поможет выучить уроки. Сейчас мама нервная, замотанная, да, они злые, они разговаривают с детьми, они не могут дождаться, пока маленький ребенок сам оденется, она быстро его оденет, быстро его толкнет, быстро его потащит, ей надо скорее отвезти его в садик и самой не опоздать на работу. Поэтому и часто вот ненормативная лексика, сколько раз я слышала, когда родители везут в коляске ребенка, а между собой разговаривают вот этими терминами, ненормативной лексикой. Так поэтому что мы ждем? Во-первых, семья, да, во-вторых, школа. Если раньше у нас, вот чего мне не нравится до смерти, школа и все у нас образовательные учреждения, они стали оказывать образовательные услуги. Услуги. Раньше школа должна была учить и воспитывать, да, и воспитывала и октябрятская организация, и пионерская, и комсомольская. Ну, наверное, были какие-то перегибы, но в целом дети все были заняты, были какие-то цели, стать октябренком, стать пионером, пионер всем ребятам пример, да. Ну, это, может быть, всем уже надоело, но, тем не менее, школа занималась воспитанием. И учителя. Вот недавно слышала по радио, что учитель сейчас должен учить и еще должен оказать медпомощь ребенку, если ему плохо.
И об этом идет спор. Насколько будет это квалифицированная помощь и это ответственность, да? А вдруг он неправильно, ребенок упал, ушиб позвоночник, а он его поднял, а его трогать нельзя, да? Вот об этом Дума думает, да, чтобы в школе почтальоны оказывали, значит, медицинские услуги там в селе, и в школе, чтобы учитель оказывал медицинскую помощь. А о том, что учитель должен быть примером, учитель должен быть воспитателем, в первую очередь воспитывать. И воспитывать не окриками, не замечаниями, не нотациями, а в первую очередь воспитывать своим личным примером. Он должен быть на высоте и в смысле знаний, и в смысле поведения. Вот таким должен быть учитель. И тогда дети будут на него равняться. И родители, если в школе им говорят одно, а домой он приходит, дома слышит матерную, ненормативную лексику, дома слышит, как родители между собой ругаются и говорят на повышенных тонах, мы ничего не добьемся. То есть это нужно все вместе делать. И школа, и семья. Маргарита Ивановна Сурина, спасибо вам большое. Ладно. Чего